Здравствуйте, дорогие друзья! Владимир Александрович Захаров, кандидат исторических наук, профессор, сопредседатель Российского Лермонтовского комитета, ну и человек, который занимается историей уже много-много лет. Вы знаете, я начал писать работы еще в студенческие годы, и мои первые работы были опубликованы когда я был на студенческой скамье. Вот. На сегодняшний день у меня опубликовано свыше 1100 работ, и где-то около 80 книг. В прошлом году у меня вышло 5 книг. В этом году пока только одна, но вот на очереди сейчас вторая и следующие будут. Мои работы связаны с историей Кавказа, с историей Северного Кавказа, Закавказья, с историей Турции и Ирана, работы, посвященные Армении, Грузии, то есть вот тем государствам Закавказья. Ну и немало работ, которые посвящены истории Кавказской войны, которая проходила здесь, на Кавказе. Это работы, посвященные жизни и творчеству Лермонтова. Это работы, связанные с историей Мальтийского ордена. И, знаете, много других тем, но они все крутятся вокруг, с одной стороны, Кавказа, с другой стороны, это темы, которые заняты европейские ученые. Потому что история Мальтийского ордена я сделал очень много. Я написал только одних книг 18, и огромное количество статей. Я опубликовал неизвестные никому документы, которые нашел в архивах, в разных архивах России, и в Москве, и в Петербурге, которые нашел за границей, потому что я работал в заграничных архивах и в Америке, и в Италии. И эти вещи были опубликованы. Ну, знаете, по поводу Лермонтова, с одной стороны, я создал дом-музей Лермонтова в Тамане. Это музей, который сейчас, он уже давно занимает одно из ведущих мест в Краснодарском крае. Там много посетителей. Мы несколько раз делали новую экспозицию. Мне удалось договориться с учеными, и они передали свои архивы личные в музей, фонды музея. Удалось договориться со скульптором Бродским, и он подарил Тамане памятник Лермонтову, который был потом установлен там. И, в общем, он стоит, и довольно красивый памятник. Это просто был один из вариантов памятника, который готовили на 150-летие со дня рождения Лермонтова, но в Москве установили другой. Знаете, я работал в Тарханах, в Лермонтовском музее. Я работал в других музеях. Я работал в музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве. Я работал в академических институтах, в Институте Европы, Академии наук. Я работал в МГИМО, это крупнейший университет дипломатический. Так что, знаете, всякое приходилось выполнять. Я сейчас занимаюсь, я уже давно этой темой занимаюсь. Это тема, посвященная истории древнего народа, который населял эти места Северного Кавказа. Это тема, которая связана с народом, который называется аланы. И только что вышла моя книга, которая рассказывает о том, откуда выросли ноги у этой идеи, что наследниками алан, потомками алан являются осетины, чего на самом деле не было. И я нашел откуда. И кто в этом деле виноват. В этом деле оказался, знаете, Сталин. И я довольно подробно исследовал эту тему. И вообще тема революции, тема, связанная с подписанием Московского и Карского договоров, это между Россией и Турцией.
И все это нашло отражение в моих публикациях. Вот. Это были статьи, книги. Вот я сказал Сталин, да? Откуда все это взялось? Дело в том, что когда большевики пришли к власти в 1917 году, вот, то у них было две идеи. Первая, им нужно было, чтобы их признали. Признали, естественно, другие государства. Вот, это первое. А вторая, они все время только и разговаривали между собой о выполнении своей миссии, своей идеи. Мировая революция во всем мире. И Троцкий с Лениным спорили, где начнется эта мировая революция после России. Ленин утверждал, что в Европе, потому что европейский рабочий класс, он наиболее прогрессивный, он наиболее образованный. А Троцкий говорил, нет, революция должна начаться на Востоке. Вы знаете, там народ самый закабаленный, потому что именно туда были направлены все силы европейских держав на то, чтобы захватить эти народы, закабалить их. И вот эти споры пока шли, в это время образовалось новое государство. На обломках Османской империи образовалась Турция. И новый глава Турции, президент Турции Кемаль, он поддержал большевиков. Вы знаете, большевики ведь через 2 недели обратились своим призывом к мусульманам мира. Об этом мало кто знает сейчас, но я нашел эти документы. Понимаете, они обратились к мусульманам мира с просьбой, с обещаниями и с просьбами, что давайте вместе совершим революцию. Давайте вместе покончим со старым совсем. Вот. Мы расторгаем все старые договора царской России, и больше вы не будете закабалены. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, они стали заигрывать с мусульманским населением местным. Ведь в Российской империи были регионы, которые были населены мусульманскими народами. Да? Это не только Северный Кавказ, но это и Поволжье, другие места. Вот. И, знаете, это все игры дошли до того, что была создана мусульманская коммунистическая партия большевиков. Да, она просуществовала недолго. Она просуществовала чуть-чуть больше 2 лет. Но потом надобность в них отпала. Партию закрыли, их арестовали, потом выпустили, потом снова арестовали, кого-то расстреляли. В общем, с этой партией было покончено. Но когда существовала партия, то, вы знаете, проходили собрания, проходили съезды, где принимали участие не только члены партии, но вместе с мусульманским духовенством. И появились призывы «Вперед к победе коммунизма под зеленым знаменем ислама». Это все официальные материалы, это не то, что что-то, так сказать, там скрывалось. Нет, это все было. А дальше происходит следующее. Россия, РСФСР точнее, дает Турции огромное несколько тонн золота, огромное количество боеприпасов, вооружение. Все это отправляется бесплатно, безвозмездно. Вы понимаете, Турция все это получает, и ей удалось, во-первых, захватить греков, победить греков и захватить часть Греции, другие страны на Балканах. Вот. То есть Турция была на коне. Но, знаете, нет ничего вечного. Кемаль умирает, вот, и обращается российское правительство к новому президенту Турции, Именю, а он говорит, что а у нас другие планы. Как другие планы? Но мы же вам дали золото, мы вам дали вот, простите, мне вы не давали ничего. А мы же, ну вот кому давали, спросите с них, они уже все в земле. Спрашивать не с кого. И тут Сталин требует от НКВД, от внешней разведки НКВД, требует отчета по Турции. И я нашел запись, стенографическую запись разговора Сталина с полковником Лавровым,
который отвечал за внешнюю разведку тогдашней России. И полковник Лавров рассказывает, вот ситуация, товарищ Сталин, ситуация в Турции такова. Вот только что вышел журнал «Бускут». В этом журнале, вот, пожалуйста, вот он перед вами, вот обложка его. Вы видите карта Великой Турции, которую они считают, они хотят создать, собрать. Вы видите, что здесь, да, на этой карте? На этой карте у Российской Федерации, у СССР отнимается Грузия, Армения, Азербайджан, до Волги доходит, а потом Средняя Азия вся, до Якутска. И Сталин понимает, что, слушайте, они планируют отнять у меня половину страны, если не больше. И он приказывает увеличить число разведчиков в Турции и внимательно следить за всем этим делом. Но время идет, понимаете, в это время наступает 1939 год, начинается Вторая мировая война. И Турция занимает как бы позицию нейтралитета, но с поддержкой Германии. Они не скрывают того, что они поддерживают Германию. Вот. И в 1941 году германские войска вторгаются на территорию СССР. И тут на границах СССР с Турцией, то есть это Грузия, Армения, вот там, в той части, да, Турция ставит полумиллионную армию. Полумиллионную армию, вооруженную, не просто там солдаты, да, а именно вооруженную. И Сталин вынужден держать почти такую же армию, сняв с фронтов, держать на своей стороне. И он понимает, что, слушайте, если они сейчас перейдут границу, то куда они пойдут? Они пойдут к своим родственникам, к своим тюркским народам. Значит, необходимо срочно выселить тюркские народы. Но немцы наступали так быстро, что не успели выслать карачаевцев, балкарцев отсюда. Немцы захватили эту территорию. И тут 1943 год, Сталинград. И вот вы знаете, буквально там дни, неделя, может быть, играла роль, что будет дальше. Потому что Турция стояла наготове, и если бы немцы взяли Сталинград, то турки вошли бы на территорию СССР. И советские войска не смогли бы противостоять, потому что Сталин вынужден был снять с Кавказа и бросить туда, в район Сталинграда, под Сталинград, понимаете? Вот. Но Сталинградская битва повернула в периоде Великой Отечественной войны, это та граница, куда дальше немцы не ступили. И начался отход немцев уже окончательный. Вот. Вы знаете, после Сталинградской битвы немцы очень быстро отступали из этих мест. Вот, и Северный Кавказ покинули довольно быстро. Но в это время произошло следующее. Был главой Ставропольского крайкома ВКПБ такой человек по фамилии Суслов. Михаила Ивановича взяли в Москву, в ЦК, на работу. По какой причине, мы не знаем. Кто его, так сказать, там пропагандировал, его какие-то необыкновенные способности. Но дело в том, что когда он прибыл в Москву, он там встретился один на один с таким человеком, которого звали Лаврентий Павлович. И Лаврентий Павлович ему сказал в приватной беседе: это ты сорвал полностью все партизанское движение на Ставрополье. Будешь отвечать головой. А Суслов понимал, что Лаврентий Павлович слова на ветер такие не бросает. И пока у него были связи со Ставрополем, он приказал немедленно составить документы о предательстве местного населения. А местное население в основном это были карачаевцы и балкарцы. И тут завертелось все. Вы знаете, чего только не придумывали. Придумывали, что, оказывается, карачаевцы-то белого коня отправили Гитлеру, вот, чтобы он въехал на Кавказ.
Правда, потом этот белый конь, вы знаете, переходил из рук в руки. Потом этого белого коня дали кабардинцам, потом дали чеченцам, чеченцев выслали и так далее. Все это вот продолжалось. Но документы были, никто их не проверял. Придумано даже было то, что, оказывается, местные бандиты, а местные кто? Значит, местное население, то есть карачаевцы, местные бандиты расстреляли здесь больных красноармейцев, которые находились в госпитале, и детей евреев, которые здесь скрывались, их вывозили из Ленинграда. И детей еврейской национальности, которых вывезли из Ленинграда. Они действительно сюда вывозили. Но вы знаете, мы-то знаем о том, что многие карачаевцы спасли огромное количество этих детей. Они их говорили, что это их дети, они их принимали в свои семьи. И потом многие из них, когда выросли, они вспоминали об этом. Есть записки, их воспоминания, это все существует. Так что этот обман, ну, это был тогда обман, но никто не проверял, а насколько это правда. Было сказано, что здесь очень много было людей, которые сотрудничали с фашистами. Но когда начали после этого, значит, стали тут искать, кто же был, кто же сотрудничал, нашлось 160 человек. Но потом 65 человек отошли, потому что они оказались, так сказать, ну, их оболгали. Они никакого участия с немцами. Но вот какие-то там остатки, ну, что-то там якобы, хоть это было не доказано, но что-то они там с немцами где-то ходили. Вот. И, значит, народ был объявлен предателем. Но, извините, народ-то было около 70 тысяч. И все они были объявлены, пусть даже 160 человек, да, сотрудничали с немцами, но при чем здесь столько тысяч людей, которые ни в чем не повинны были. Вот. И их выслали. Их выслали. Сразу же эта территория была отдана Грузии. Так же, как и поменяли часть Чечено-Ингушетии, вот там, значит, предгорный район в Орджоникидзе, был, значит, отдан тоже, там произошел обмен. Часть Осетии была отдана Грузии, а часть, значит, им взамен дали территорию Чечено-Ингушетии там и так далее. Так что все это было, понимаете? Но они на этом не успокоились. Вы понимаете, Сталин понимал, что нужно теперь научное обоснование всей этой идеи. А кого же искать, где искать? Ну, искать не пришлось, потому что он, вы знаете, Сталин очень хорошо читал, много читал. И во время войны он прочитывал все журналы, которые выходили тогда в Советском Союзе. Знаете, я вам расскажу, мой учитель Виктор Андроникович Мануйлов, профессор из Ленинграда, вот, он работал в Пушкинском доме, он в блокаду был в Ленинграде. И говорит, нас научили тушить зажигалки, и мы дежурили, каждую ночь мы дежурили в Пушкинском доме. Значит, ну, в очередь, естественно, все. И вот я сижу, дежурю, ночь, тишина. И вдруг зазвонил телефон, который даже днем не звонил. Я подхожу, беру трубку и говорю, дежурный по Пушкинскому дому Виктор Мануйлов слушает вас. И вдруг я, говорит, услышал знакомый голос, который я слышал по радио. Здравствуйте, товарищ Мануйлов. Вы скажите, у вас журнал «Звезда», последний номер, есть под рукой? Есть, товарищ. А нам сказали не называть никого по имени, потому что немцы подслушивают все. Вот. Есть, товарищ. Откройте его на странице такой-то. Я открываю, вот, читайте сверху, 3-я строчка. Я читаю и вдруг запинаюсь. И там слово, Виктор Андронович мне все это рассказывал, он тогда назвал это слово, но я забыл его. Оно короткое слово, но в этом слове переставлены 2 буквы. И оно получилось вместо положительного значения отрицательное. Ну, что вы замолчали? Читайте, читайте. Ну, я прочел. Он говорит,
а скажите, а журнал читали, кому положено? Он говорит, да, у нас дважды вычитывают. Ну, хорошо, я сам потом разберусь. И трубку положил. Вот так ведь я разговаривал со Сталиным. На следующий я утром встаю, а редакция журнала «Звезда» была хоть недалеко от нас, от Пушкинского дома. Я прохожу мимо, она вся оцеплена НКВДшниками. Я бегом к Эйхенбауму, рассказываю ему, что это и как это. А он говорит, ой, Витя, давай завтра мы с тобой на эту тему поговорим. И на следующий день он говорит, ты знаешь, что там, оказывается, было? Оказывается, днем люди работают, да, вот набирали все, корректоры прочли, есть оттиски корректорские, где все, так сказать, там изменено, там вся правка сделана, все, говорит, все нормально было. Но ночью приходили на работу молодой человек и девушка, и они переносили эти кассы, а они очень тяжелые были, они же тогда свинцовые набирались, вот, буквы. И они переносили эти кассы, подносили к печатным станкам, чтобы утром, не задерживаясь, начинали печатать. И они вот так вот несли, а голод, недоедание, и они уронили кассу. И никому не сказав, сами ее собрали. И вот здесь вот произошла эта ошибка, они вот, неправильно поставили. То есть они читали, все правильно у них получалось, но это если наоборот читать. Вот. Это, мы так и не знаем, что с ними было, но потом выяснилось все это. Так что вот это свидетельствует о том, насколько он внимательно читал. Так вот, и возвращаемся сюда. Вы знаете, буквально перед войной в 1941 году сюда, в город, тогда он назывался Джао-Джикао, да, вот Владикавказ, нынешний, да, вот, бывший Орджоникидзе, вот, он туда приехал Василий Иванович Абаев. Он приехал из Ленинграда, он жил в Ленинграде, все. Это был самый лучший ученик Мара, Николая Яковлевича Мара, который придумал эту теорию фетическую и так далее, и так далее. Вот. И он, но началась война, и он назад не успел уехать, так он остался здесь, в Орджоникидзе. Вот. И вот тут товарищ Сталин, он знал, он его лично не знал, но он читал работы Абаева. И он дал команду, как это мы уже не знаем. Ведь документов очень много не сохранилось, а потом, вы извините, но у нас до сих пор документы КГБ, НКВД, они закрыты. Многие. Вот. Поэтому не знаем, что там. Вот. И Василий Иванович начал работу. И он стал тут, значит, заниматься изучением древнего народа, Алан. Вот. И он, значит, так сказать, выдвинул эту идею, значит, которую выдвигали еще до революции. И Миллер, там, другие выдвигали. Но она не была тогда доказана. Он выдвинул идею, что осетины, оказывается, не тюркоговорящие, а ираноговорящий народ. И именно, так сказать, вот осетины являются потомками скифов, сарматов, алан. А то, что говорили древние авторы, что они там тюрки, все, на это не обращали уже внимания. И в 1949 году вышла книжка в издательстве Академии наук, где все это было прописано. Но в то время, вы понимаете, да, издательство Академии наук СССР, оно там проверялось много-много раз. И никто, конечно, даже не подвергал сомнению то, что вышло в издательстве Академии наук. И тут легко, очень быстро все это превратилось в научную теорию, которую никто не посмел даже пикнуть против нее. Никто. Вот. Такие названия народов, как карачаевцы, балкарцы, было запрещено к употреблению. Вы до 1956-1957 года не увидите этих имен. Нет такого народа. Но здесь какие-то жили, вот, но они уехали к своим родственникам, которые там живут в Средней Азии. Вы знаете, такие названия народов, как карачаевцы, балкарцы, просто было запрещено к употреблению. И эти народы вы не увидите ни в газете, ни в какой научной статье, нигде не употребляли их названия. Пока они не возвратились в 1956 году. Но вы знаете, самое интересное еще другое. Только одному Василию Ивановичу разрешили
употребить слово «карачаевцы». И в его работе, в его книге, это слово фигурирует 9 раз. Вот только в одной работе. Это 49-го года книга. Она у меня есть. Вот. Вы знаете, все замолчали. Все. Это было то слово, которое было приказано негласно. Было приказано выполнять. Все. Наступает 50-й год. Вы знаете, к этому времени к Сталину удалось пробиться секретарю. Он работал в Академии наук Грузинской ССР. Его фамилия была Чикабава. И он был директор Института языкознания Грузинской академии наук. И Чикабава хоть и знал Сталина, но его не допускали к Иосифу Виссарионовичу. И он сделал другое. Он нашел концы и передал ему письмо, в котором изложил свои взгляды на так называемую теорию языка Мара, где он объяснил товарищу Сталину, что это антинаучно, это антикоммунистическая теория, что она совершенно, так сказать, не ложится в струю марксистско-ленинской науки. Вот. И Сталин дал команду газете «Правда» начать публикацию, обсуждение этого вопроса. Была первая статья опубликована против Мара, потом была, причем это большие статьи, это на целые полосы. Потом была опубликована статья против Мара. Затем была опять статья за Мара и статья против Мара. Да? Вот. И никто не ожидал, что в мае месяце появится небольшая статья, подписанная и Сталин. К некоторым вопросам языкознания, марксистского языкознания, которая полностью разбивала теорию Мара. А надо вам сказать, что теория Вано Иванович Абаев, он был любимый ученик Мара. И Мар взял его к себе в институт языка и мышления, так он назывался, который был создан специально для него. Вот. И Мар там, так сказать, после него Абаев практически чуть ли не руководил этим институтом. Вот. И когда мы начинаем разбираться, да, вот в этих идеях Абаева о том, что аланы, скифы, сарматы, ираноязычный народ, то мы понимаем, что он брал все, вот эти вот основные постулаты учения Мара, он брал за основу. И закончилось все это тем, что когда Сталин опубликовал свою небольшую работу, она потом была опубликована миллионным тиражом. Вот. И эта статья, эта брошюра переведена была на все языки народов Советского Союза, в том числе и на осетинский. И началось обсуждение, и началось покаяние. Стали все бить в себя в грудь. Ах, вот мы не знали. Нас, вот товарищ Сталин, великий наш учитель, он нам объяснил наконец, открыл нам глаза. А мы вот там говорили такие вот вещи. Все стали каяться. Один человек не кается. Это был Васо Абаев. Ну, никак. Орджоникидзе проходит, специально собрали пленум обкома партии. Выступает с докладом первый секретарь. Статья, да. Вот. И дело в том, что в газете «Правда» появилась огромная статья, которая называлась «Не раскаявшийся марист». Эта статья была против Абаева. И вот тогда собрали обком, все было опубликовано все в местных газетах. И все думали, ну вот, значит, сейчас что ответить Абаев? А Абаев молчит. Сидит и молчит. Закончилось все, он ни слова не сказал. И все думают, ну сейчас выйдет, а там уже наручники его и отправят куда надо. Ничего подобного. Он вышел, спокойно ушел. И он никогда в жизни своей больше не сказал ничего. Ни против Сталина, ни против Мара. Все. Но его никто не тронул. Потому что он знал, что у него за плечами
тяжелые руки осетина, как писал Мандельштам. Вот. Вы понимаете, не только походка осетина, да, вот, но и его руки, которые его крепко держат. Существует еще один очень интересный документ, знаете, он сохранился. Это документ на нескольких листах, список осетин, которых должны были арестовать, которых должны были посадить, все. И первым стоял Абаев. А Сталин очень любил, знаете, красную и синюю ручку, да, карандаши. Ему специально делали эти карандаши, специальный мастер делал для него. Вот. И он поставил жирную красную птичку перед именем Абаева, да, перед его фамилией, и сказал: этого не трогать. Дайте ему квартиру в Москве, и пусть работает у академика Виноградова в Институте языкознания Академии наук СССР. Вот. Все. И Абаев уехал, и он с тех пор жил в Москве, в той самой квартире, которую ему дали по приказу Сталина. Вот. Так что вся его идея была поставлена вот на этом обмане. Вы знаете, я в своей книге все подробно это рассказываю. Я вам только коротко очень рассказал, но я все останавливаюсь на очень многих вопросах, которые как бы за кадром. Они все известны. Все известны. Но так получилось, что эта теория сейчас главенствующая, она была долгие годы. Правда, последние 10 лет появилось немало работ разных историков, археологов, которые доказали, что, во-первых, нет доказательств, что скифы, сарматы и аланы были ираноязычный народ. Нет, это был тюркоязычный народ. Это доказано все. А словарь, который составил Абаев, да, словарь скифских слов, там свыше 300 слов. Вы понимаете, этот словарь, пусть меня простят люди, но я должен сказать правду. Это самая великая лженаучная мистификация XX века. Он взял имена скифских царей, которые известны были, да, и стал переводить их якобы с языка осетинского. Но, вы понимаете, ни одного слова, вот чтобы оно было близкое, да, в осетинском языке нет. Но есть отдельные суффиксы, так сказать, так. И у него получалось, что, оказывается, царей-то скифских, вы знаете, как звали? Жена-убийца, зубы крепче, чем долото, стриженный и так далее. Знаете, такие вот поганые имена, как говорят в народе. Но если переводить с тюркского языка, то они имеют нормальные имена, понимаете? Вообще, кто из родителей назовет своего отпрыска, ну, таким именем, да, жена-убийца? Ну, так вот, даже представить, понимаете? Да, я понимаю, что скифы, как говорят, дикий народ там и все прочее, но не такой степени дикие они были, да, чтобы вот опускаться до такого. Но когда переводятся эти слова с тюркского языка, то получается, оказывается, крепнейший, крупнейший, мудрейший, сильнейший и так далее. Понимаете, какая разница? То есть, ну, нормальное имя, которое могли дать ребенку родители. Царские скифы могли дать своему отроку, который будет, не будет, ну, так сказать, будущий царь, да? Вот что получается на самом деле. Но многие ученые, алановеды из Осетии, они закрывают глаза. Нет, это не так. Как не так? Ну вот вам, пожалуйста, вот слово скифское, вот слово, которое придумал Абаев, и вот перевод тюркский. Причем там приводится тюркский оригинал, который совершенно близко с названием первым, с именем первым, понимаете? Вот. Так что вот, но вы поймите, я не знаю, чем вызвано вот это вот стремление, что мы аланы, да, мы великий народ. Вы извините, у осетин прекрасная история. Это действительно был великий народ. Он и остается великим народом.
И у него своя прекрасная история, не надо забирать чужую. Понимаете, вы никакие не потомки Алан. Вы ираноязычный народ, который имеет свою древнюю прекрасную историю. Вот и занимайтесь ею. Расскажите народу, что на самом деле. Но, извините, они же защитили там сотни диссертаций вот этих лже-аланских. Они же не могут сказать, что все это, что мы написали, это все ложь. Вы понимаете, я понимаю, что то, что я говорю, это встречено будет в Осетии, так сказать, в штыки. Но что делать? Надо же когда-то правду сказать. Надо это все, понимаете? Вот. Потому что алановедение, к сожалению, на Северном Кавказе сейчас не очень развито. Я почему этим занимаюсь? Вы знаете, я в Карачаево-Черкесии впервые приехал, я учился в Ставропольском пединституте, и мы приехали в Карачаево-Черкесию в 1965 году вместе с нашим преподавателем Татьяной Максимовной Минаевой. Это была крупнейшая археолог России, или Советского Союза, как угодно, вот говорите. Вот. Она была наша преподаватель, она привезла нас на Северный Кавказ, вот в Карачаевск, для того, чтобы мы прошли археологическую практику вот на, как говорится, девизу, да, не в фантазиях своих, а вот чтобы мы все это. И мы объездили городища, мы раскапывали, раскопки у нас были, могильники аланские. И она нам тогда говорила, вот, ребята, вот обратите внимание, видите, вот эти черепа, да, это аланские черепа. Они не как обычно у людей круглые, да, они немножко вытянутые, потому что была у них такая, оказывается, мода в то время. Ребенок, когда рождался, ему перетягивали череп головы, и голова с мозгами ничего не делалось. Мозги не уменьшались, не увеличивались, они оставались такими же. Это никак не влияло на развитие человека. Просто вот голова вот немножко была вот удлинена. Ну, мода такая была. Понимаете, тоже надо понимать, что вот. И вот мы все это раскапываем, мы все это видели. Вот тогда вышла ее книжка «Аланы на Северном Кавказе», да, и она подарила, у меня эта книга есть с ее автографом, она написала Володе Захарову, вот. Так что вот я берегу эту книгу, и она, да, она была противница тех идей, которые высказывал, ну, я тоже его хорошо знаю, Владимир Александрович Кузнецов. Это историк, который работал в Владикавказе, в Орджоникидзе, ну, там, в тех городах. Вот. И он занимался аланской проблемой. Но аланской проблемой с точки зрения, вот опять, ираноязычия. Вот. И отсюда много было всего, понимаете. Вот они сейчас возмущаются, что вот здесь, в Карачаево-Черкесии, да, вот в Архизе, там есть, стоят знаменитые памятники христианские, да, церкви. Эти церкви IX века. Аланы тогда были христианами. Вы знаете, ведь есть, ну, это целая тема большая. Есть икона Божьей Матери, аланская икона Божьей Матери существует. Так? Существует, были известны, есть воспоминания путешественников и католических миссионеров, которые были вот в Алании, да, они встречались здесь с местными священниками, даже с епископом аланским, и они говорили, что службы идут на местном языке. То есть там церковные служебники и Евангелие, и тексты службы церковной, Евхаристии были переведены на местный язык. Простите, это язык не осетинский, это язык аланский, это совсем другой язык. Да, у нас не сохранились эти надписи, понимаете? К сожалению, эти книги, ну, прошло, простите, с IX-X века столько времени прошло, когда все это уничтожалось. Да, вот. Так что вот эта история требует очень серьезного внимания. И мне бы очень хотелось, чтобы в Карачаево-Черкесском государственном университете нашлись такие бы молодые студенты, которые бы продолжали бы работу, посвященную истории Алан. Вы знаете, дело в том, что
во всей Карачаево-Черкесии сейчас нет ни одного человека, кто бы занимался аланской историей, аланской проблемой. Вот беда в чем.